Великие ученые Востока, Мусол Бин Хадеш Меттир, Эйлман Шердец, Нирин Шудец, Зидел Птиц, Дерка Борса, Вайдол, Вайдол. Дорогие друзья, мы рады сегодня приветствовать среди нас наших уважаемых, почетных гостей, первого президента Республики Кыргызстан, действительного зарубежного члена Российской академии наук, профессора МГУ Оскара Акаевича Акаева с супругой и с нашими товарищами близкими. Оскар Акаевич изъявил желание приехать в гости в нашу республику, так как с измольства, с самого детства, с самых юных лет они были очень тесно связаны, переплетены судьбами с войнавскими народами, которые жили у них в селах, вместе с ними росли. И я даже хочу отметить, вчера совершенно случайно мы зашли поужинать в кафе, и случайный прохожий потом ко мне подходит и говорит: Ибрагим, а это случайно не Оскар Акаев с вами? Да, говорю, Оскар Акаев. Он говорит: а вы знаете, насколько хорошо в Киргизстане война там особенно жилось, когда он был президентом? Я убедительно прошу тебя пригласить его к нам на ужин завтра в Аргуне, и он очень сильно обидится, если мы сегодня не поедем к нему на ужин. Совершенно случайный прохожий в кафе распознал Оскара Акаевича и пригласил к себе домой. Настолько, потому что он народный лидер не для номенклатуры, не для высокого истеблишмента, а именно лидер в сердцах простых людей. Хочу на этом передать слово уважаемому Оскару. Приветствую. Дорогие друзья, ну так сказал Ибрагим Бей, мы родственники, мы горцы Центральной Азии, Средней Азии. Кыргыз — это горцы Центральной Азии. Вы горцы Кавказа. И мы, как народы горские, очень, конечно, близкие, родственные. Тем более, послевоенные трудные годы, вот мы жили вместе, я вместе с чеченскими, ингушскими детьми учился в школе. В конце 40-х, в начале 50-х годов. Конечно, потом было у нас очень горькое расставание в 50-е годы. Ну, вот это все в нашей памяти сохранилось. Мы очень дорожили дружбой с войнавским народом, и чеченцами, и ингушами. Очень много друзей у нас. И когда мы недавно, да, и 30 лет назад, в 1989 году, судьба меня занесла на 2 недели в Чечено-Ингушскую республику, город Грозный. Мы тогда приехали большой комиссии из Москвы, как от имени Верховного Совета СССР. Вот мы хотели подготовить резолюцию, которая осуждала депортацию 1944 года. Мы тогда изучали, встречались с аксакалами, людьми здесь, в городах, в селениях, в горах, в долинах. И потом очень успешно эта резолюция была принята. И тогда я
замечательным народом, замечательной природой вашей, конечно. Она чем-то напоминает, и Кыргызстан чем-то напоминает, горные страны, оба. Поэтому, конечно, у меня всегда была симпатия, она сохраняется. Вот я, тем более, что дружил со многими выдающимися представителями чеченского и ингушского народа. И вот счастливым образом в этом году мы в Москве на каком-то мероприятии большом встретились с Ибрагимбеем, познакомились, разговорились, узнали, что он является потомком одного из выдающихся чеченских семей, шейха Дени Арсанова, выдающегося. Предки Ибрагимбея, мы знаем, мы читали, что они играли выдающуюся роль в истории чеченского народа, очень прогрессивную роль, и что сегодня вот такой замечательный потомок несет эти прогрессивные идеи, прогрессивные мысли в будущее, вот, играет роль в современном, организовав вот такую замечательную школу международных языков. Мы считаем, что эта школа чрезвычайно важна для молодежи, для будущего чеченского народа, потому что нужны как раз молодые специалисты, которые владели языками английским, французским. Теперь вот шелковый путь возрождается, великий шелковый путь снова. Надо китайский изучать. Сегодня вот кто-то уже сказал, не пора ли нам уже изучать китайский. Я надеюсь, что ваша школа первая, наверное, начнет наряду с европейскими, арабским и китайский язык изучать. Вот пришел сын Дарсигова, Мусы, моего друга, с которым мы вместе работали в Верховном Совете СССР и вместе продвигали резолюцию по осуждению депортации чеченского и ингушского народа. Тоже славный сын растет. Ну вот я перехожу, и поэтому для нас Майрам приглашение Ибрагимбея посетить Чеченскую Республику, оно было принято с огромной симпатией, благодарностью. Мы приехали, вчера мы имели замечательную встречу в Национальной библиотеке. У вас прекрасная национальная библиотека по архитектуре, по содержанию. И там мы говорили о классике чеченской литературы, о Абузаре Айдамирове, о нашем великом кыргызском советском писателе Айтматове, в честь его 90-летия. Была замечательная здесь писатели ваши, вчера выступали, замечательные речи говорили, прекрасные речи. Сегодня мы были с утра в техническом университете, который закончил, который, можно сказать, прославили многие выдающиеся выпускники, в том числе, в первую очередь, конечно, я считаю, великий сын чеченского народа, мой друг Саламбек Хаджиев, академик, первый, единственный, полный академик Российской академии, к сожалению, год назад мы его потеряли, он был замечательный, мой коллега, мы дружили, встречались на многих мероприятиях, и я был рад услышать, что его имя будет увековечено. Вот, это приятное событие. Вот, наконец, я считаю, у нас ключевая встреча сегодня в этой замечательной школе международных языков. Я считаю, что эта школа сыграет огромную роль. Вот мы видим, в Чечне сегодня идет процесс возрождения. Вот мы видим, что идет подъем культуры, науки, образования. И в этом числе вот то, что есть такого высокого уровня школа, можно сказать, медресе, можно сказать, университет международных языков, это, я считаю, очень важно для национального возрождения. Поэтому для нас честь вот, встреча в этой замечательной школе, которая носит имя шейха
шейх Арсанова, да, имя выдающегося. Он, собственно, основал эту школу в Основал. 1900 году. И мы узнали, что сегодня как раз 101 год в этом году его трагической гибели. Да, 101 годовщина, буквально послезавтра 101 годовщина, оказывается, и вот удивительным образом вот совпала наша встреча. Я считаю, что для нас это высокая честь. Ну а беседу с вами сегодня мы разделили. Я там в университете выступал с докладом, а здесь будет выступать моя жена Майрам Акаева. Вы знаете, я сам математик. Математика – это очень простая наука. Одни формулы, больше ничего сложного нет. А вот моя жена, она профессор точной механики. Это очень сложная наука. Это колеса, вот, передачи. Это очень сложная, в которой представить очень трудно. Она преподавала дисциплину, которая называется теория машин и механизмов. Студенты расшифровывают так: ТММ, тут моя могила. Обычно у студентов был такой, ходил анекдот, что вот если сопромат сдал, можно влюбиться, а если знал ТММ, можно уже жениться. Все пойдет легко. Вот такую сложную науку. Но как ученый она восхищалась. У нее был великий учитель, великий, я считаю, ученый, который в 80-е годы уехал в Америку и стал там миллиардером. То есть он стал сразу консультантом, есть такая крупнейшая компания Гриссон, это автомобильная. Он был специалист по всем этим передачам. Вот в автомобилях есть передачи зубчатые. Вот он был первый знаток в мире. И вот сразу фирма приняла, мы его навестили в 90-е годы. Он уже стал. И сегодня жив ему 105 лет. Да, 105 лет. Вот такой был великий ученый, и другие учителя, я долго не буду занимать. Но поэтому она видела, у меня были великие учителя, нобелевские лауреаты, с которыми мы встречались, которые приезжали в гости. И Майрам, она увлекалась и начала писать. Написала первую книгу «Звезды науки». Это об европейских, в основном ученых российских, европейских. Эта книга была переведена на 28 языков. А в Германии, там много немецких ученых, даже в одной земле ее рекомендовали как учебник, потому что там много немецких выдающихся ученых. Вот. А потом, увлекшись, она решила написать уже о восточных ученых. Вот на Востоке тоже было много ученых, причем не просто из прочитанного, из книг, там, редких, может быть, нет. Вот, например, она писала об Улугбеке. Мы специально поехали в Самарканд, где жил Улугбек, посетили в обсерваторию, потом мы были в медресе в Самарканде, там музея. Она по крохам собирала эту всю информацию. Потом в Иране мы были там, где жили Умар Хайям, Хафиз, там, вот, Авиценна. И вот из таких поездок, из редких материалов она потом написала замечательную книгу, но об этом она уже расскажет вам сама. Но самое главное, вы знаете, у нас 4 детей, но я всегда говорил, что я 5-й ребенок у нее, потому что я в жизни, чтобы я мог сделать научную карьеру, создавала все условия, все дома, мне не позволено было ничем, все, сиди, занимайся, пиши формулы. Вот такое. Так что она, вот женщина перед вами, которая из студента, вот стоящего человека перед вами, вывела в академики, президенты Национальной академии. С вашего позволения. Да, извиняюсь. Да, я сказал несколько теплых слов Ибрагимбею, как он. Фактически мы его в гости, он пригласил, позаботился. Конечно, мы очень благодарны
за то, что вот через 30 лет он создал нам возможность приехать, увидеть, как живет родственный нам чеченский народ, как возрождается Грозный. Мы увидели, я вчера сказал, Грозный сегодня это Париж Кавказа. Вот, и поэтому дорогим Бею за вот такое у нас высшее в Кыргызстане, высшее проявление уважения, это Ампапа. Наши белоснежные горы, вы знаете, белоснежные горы, Ампапа, поэтому я вот на обязанность одеть благодарность. Чтобы он потом шейхов, талантливый человек, вот, сам стал шейхом 21 века. Вот от себя хотел бы, пользуясь тем, что вы отметили заслуги неоценимые вашей супруги в деле вашего личностного научного становления, я бы хотел отметить, что эта школа, ее изначально основал в 1904 году шейх Денирца, а из руин 100 лет спустя возродил действующий глава Чеченской Республики по своему личному указанию Рамзан Ахматович Кадыров. Спасибо, И Рамзан Ахматович. я уверен, что с вашей помощью Выжгора получит дальнейшее развитие, дальнейший импульс будем пропагандировать. развития, да. И более того, а вот в моей жизни, вот перед нами сидит наша старшая сестра Асма, она в моей жизни сыграла такую же роль, какую лишь бы я учился, старался, развивался, обеспечивала всем и освобождала от всех других рутинных хлопот. Замечательно. В жизни каждого мужчины есть такая женщина. Да. Спасибо. В школе. Хорошо. Да, это самое сакральное, сокровенное. Сайбагамед, торжественно поручаю вам дальнейшее моделирование нашего собрания. Прошу занять ваше место. Марам сейчас продолжит. Внимательно обо мне, вы всегда вводите уменьшающий коэффициент, всегда надо уменьшить. Вот, он восторженный человек и так оставается во мне. Вы на Старокачеве сказал, что я действительно вначале писала о математиках, физиках, и потом только пришла идея написать о мудрецах Востока. Здесь, вот, обратите внимание, пожалуйста, этюды, потому что, например, об Омара Хаиме написано тысячи книг, целые библиотеки, и, конечно, будучи поэтом, специалистом в области поэзии, литературы, я не могла написать об Омаре Хаиме как об его поэтическом творчестве. Я здесь написала обо всех наших мудрецах, что они сделали в науке. Например, поэт Омар Хайям. Все знают, что он великий поэт, но здесь я касаюсь только то, что он сделал в науке. Он был не только великий поэт, но он был великим ученым. И
Улугбеке. Улугбек, значит, он как эмир, политик, да, по-моему, так это называли политиком, да? Конечно. Вот. И самое главное, опять же, я написала, что он сделал в науке. Вот. Но прежде чем перейти вот к рассказам, к этюдам о мудреце Востока, я хотела бы сейчас все-таки, вы можете видеть следующий слайд? Это наши замешали. Вот здесь явление возрождения на Востоке. У меня это я условно назвала, но прежде чем сказать несколько моих соображений о явлении возрождения на Востоке, я должна сказать о великой эпохе возрождения. Все говорят, то есть известно, общеизвестно, что великая эпоха возрождения это было в 15 веку, 15-16 век. Точкой взлета была Италия. И, значит, в эти годы, то есть в это время появились, вы знаете, титаны, самые известные ученые, художники, скульпторы, строители, механики появились как звезды на небосклоне. Это и вот, особенно художник известный, да? Леонардо да Винчи. Он великий художник. Его вот Мону Лизу, вы знаете, что за тысячи лет они могут, 500-600 лет не могут разгадать улыбку Мону Лизы. Ну, кроме этого, он был величайшим математиком, астрономом, величайшим конструктором. Он изобрел вертолет, парашют, планер, велосипед. Это, знаете, это в каком году? 15 век, да? Вторая половина 15 века. Он модернизировал каналы, он построил, сконструировал мельницы и другие оборудования, которые использовали силу воды. То есть он был, конечно, универсалом, просто невероятным универсалом. В любой области он оставил след, и его творение, особенно инженерные его открытия инженерные, да? Он отец, например, вертолета. Он фактически создал, но просто тогда не было технологий, то есть это все у него осталось на бумаге, но потом все это использовали уже последующие века и до сих пор используют его труды. Вот это была великая эпоха, дальше Макиавелли, Бруно, Галилей, это 15-16 век. Это колоссально, действительно тоже уже было возрождение. И возрождение, я просто сейчас хочу вам показать вот таблицу покажу. Ну здесь, значит, вот основные посылки, дальше сейчас. Вот, пожалуйста, на востоке, да, 11 век, Лудаки, Фердауси. Фердауси Туси, это, значит, вы знаете, это не сам поэт, надо было поэт Хаким Мансур Хасан Фердауси. Но Туси это астроном, здесь немножко допущена ошибка. Туси он астроном, и вот Лубек взял идею у Туси, когда был с отцом, то есть с дедом в Азербайджане, ну, в современном Азербайджане, и там они оказались на руинах обсерваторию, это обсерваторию вот Туси построил. Вот Белемир, да, великий математик. Дальше Хафиз Хорезми, это был величайший математик своего времени. Он жил, значит, вторая половина 15 века, и Хорезми, значит,
открытия, которые потом послужили основой многих математических идей и решения этих идей. Да. Ну и здесь дальше идет Саади, это поэт, вы все знаете. Потом Хафиз Ширази, это Хафиз, великий Хафиз. Улугбек, это тоже уже 14 век. Улугбек уже, значит, как бы он 9, 10, 11 век был величайший рассвет культуры, искусства, науки на Востоке. Это вот мусульманское возрождение. Можно сказать, это мусульманское возрождение. Хайям, Авиценна. Ну, конечно, здесь я привела наиболее известных звезд, можно сказать, Востока, мусульманского мира. Ну и, конечно, это можно продолжить, этот список можно продолжить, но это невозможно. Поэтому я просто хотела, чтобы вы посмотрели, какие люди жили в 9 век, да, 10 век, 13 век, 13 век, это, значит, 11-12 век. Кстати, Халям, значит, 11-12 век. Вы представляете, даже вот, если даже не знать, что там было, просто вот этот список еще продолжить можно. Говорит о том, что действительно это было тоже великое возрождение. Вот. Ну, тогда, значит, не было письменности в 9 веке. И здесь тоже вот я просто как бы основные какие были предпосылки. Это вот основные предпосылки, это вот первое было, какие вот, что предшествовало вот такому взрыву в мусульманском мире в 9-10 веке. Это вот первое, в общем-то, генерация, столетние генерации, накопление научных знаний на Востоке, в Китае, в Индии, в Центральной Азии, в Ближнем Востоке. И вот эти, то, что все ученые, они развили и передавали, когда уже печатный станок появился, уже потихонечку эти знания передавались. Вот. Второе, второе, конечно, очень большую роль сыграл Великий Шелковый путь. Великий Шелковый путь от востока до запада. И послужило не только это было торговля. То есть они Великий Шелковый путь проводникам Запада и Востока передавали знания, передавали культуру, искусство, то есть и материальные, и духовные. Все это вот взаимосвязь Запада и Востока тоже сыграла большую роль. Но здесь немножечко Ахиллес потерялся, поэтому вот основные предпосылки вначале идет так. Теперь возвратимся. Смотрите, 9, 10, 11 век это был расцвет, вот 8 век. Теперь возвратимся к 8 веку. В 8 веке, знаете, вот арабы, халифа, они начали, то есть в турбулентном состоянии, да? То есть они начали завоевывать, они хотели завоевать Центральную Азию, потом они двинулись часть через Гибралтарский залив, они значит, завоевали Пиренейский полуостров, это Андалусия, Испанию. И они правили с 4 века по 12 век. И вы многие знаете, что Испания были тоже тогда развито было строительство, были костелы. Это прекрасная была часть Испании.
Вот. И арабы, мавры называли, они, конечно, вот единственное, что они не разрушали, а перестраивали. Это тоже хорошо, оказывается. Если уже они победили, то иногда так всю уничтожали. Переставили Кордовскую мечеть, например, это вот самый большой мечеть в мире, и Гренада, далее тоже вот Аль-Гамбра. Это тоже вот в течение 4 веков все, значит, как было, там происходили тоже очень важные такие судьбоносные события. Вот. Ну вот это происходило там. А у нас в Центральной Азии арабы задержались недолго, если там 4 века задержались, здесь в 9 или 8 веке они обратно возвратились, и, но оставили они вот, арабский язык. Арабский язык огромную роль сыграл в возрождении, условно говоря, возрождении Востока, вот, мусульманского мира, потому что это был универсальный язык, и они использовали, то есть облегчилась коммуникация, и все научные труды они писали на арабском языке и так далее. И теперь вот такие были предпосылки, и вот сейчас перейдем к Авиценне. Он к Авиценне. Ну, эпоху возрождения веков я не буду рассказывать, потому что здесь, вот видите, точкой взрыва была Италия, появились выдающиеся титаны, Леонардо да Винчи, Макиавелли, Бруно, Галилей. Теперь покажите, и вот, значит, Авиценна. Верхним левым кругу Левый. слайд-шоу. А вы можете присесть здесь? А нет, второй, нам надо же дальше. Это слайд закончится, да? Сейчас идет Авиценна. Помогайте, рассказывайте об Авиценне. Пока я. Ну, Авиценну вы все знаете. Это был врач, который, в общем, аккумулировал все знания древности вот, по врачебной деятельности, то, что греками, итальянцами, всеми народами были накоплены, и потом он развил это до совершенства, он была природа, ну дальше сама. Да, вы знаете, он родился в X веке, да, уже вы видите, да, но это, конечно, интеллектуальное чудо. Это величайшее интеллектуальное чудо. Все великие ученые были действительно великими, Авиценна, и о нем говорят, что это чудо интеллектуальное. Ну, так же, как Леонардо да Винчи. Леонардо да Винчи, да. И, вы знаете, он был врач От Бога. Да, от Бога, это как Гиппократ, вот, как математик, как Галилей, ну, его, значит, интересовали, видите, философ, музыкант. Он написал теорию музыки, и когда во время Ренессанса, значит, пользовались его теорией. Поэт, ученый, одним словом, это был величайший человек
медицинским учением пользовались вплоть до 19 столетия. Во всей Европе лечили по рецептам медицины. До 19 Соседи, да. Спорят, кому принадлежит Авиценна. Арабская культура говорит, он наш, потому что он написал это на арабском языке. Тюркская утверждает, что он родился в Туркестане, это наш. Узбеки, он, что они там, мне кажется, что большинство похоже. И наш. Турция, Лига, Авиценна, турецкий ученый. Естественно, говорят, нет, он наш, он похоронен у нас, и он жил у нас во дворцах Эмира. И English, Arabic. If it was one Abyssinia, I know talking about Abyssinia. здесь, что он родился Ашана, Средняя Азия, вблизи Бухары. Да. Его отец был сборщиком подати. Uzbekistan to the town he born in Uzbekistan. He born in Kurdistan, but I went to the place he born. Его никто не убил. Мне кажется, он был честным человеком. Родила мама звали Сатира, это звезда, и о ней мы мало знаем, но мы знаем, что звезда Сатира родила звезду, очень большую звезду Авиценны. Здесь тоже, значит, он 10 лет знал наизусть Коран, и очень рано были замечены его способности. После 10 лет такой случай был. Значит, отец умный, образованный человек, и он, зная, что в это время приехал в Бухару очень известный педагог и ученый Катали, он договорился, что католики будут жить у них на полном обеспечении, и чтобы только он обучал Авиценне. Но очень скоро выяснять, что Авиценна задавал такие вопросы, на которые не мог садоводный ученый это ответить. Тогда наоборот получилось, что наоборот, когда Патали задавал ему вопросы Авиценна, одним словом, это было такое хорошее общение, и этот учитель мог дать ему очень многое. И вот он сказал, что в 16 лет, что медицина это такая легкая наука. Это говорит о том, что у него были, наверное, природные, возможно, природные таланты, и многие относились скептически. Но вот во дворце заболел Эмир, и никто не мог помочь ему. Пригласили Авиценну, и он вылечил Эмира, и это дало ему, это был самый главный подарок моей жизни. Он был глубоким книгочине, и одним словом, он стал уже известным врачом. И вот здесь труды по математике, по медицине, книга «Вселенная», самый главный шедевр его научных трудов – это «Канон врачебной науки». Книги исцеления, книги спасения. И если вы знаете, чтобы понятно было, что он в своей главной книге писал. Вот, например, такие вопросы он осветил. Роль сетчатки глаза в зрительном процессе, роль головного мозга, роль центральной нервной системы, учение о бактериях, влияние географических и метеорологических условий на организм человека, начальные сведения о диабете, корь, оспа, холера, чума. Вы знаете, представляете, каким зрением он увидел? Это было же в IX веке. Как
науки соперничал всегда, когда печатали станок, соперничал с Библией. 5 веков, знаете, кто занимает, кто первое место занимал книга, главная книга. Авиценна либо Библия. Это было колоссальный, конечно, вклад в мировую сокровищницу и сыграл, конечно, великолепную роль вообще средневековье, медицинская наука очень много выиграла от того, что вот он написал эту книгу. Видите, вот она была издана в Лондоне в 1484 году. Да. И с тех пор она, ровно 500 лет служит главной книгой. Ну, вот здесь вот философия. Он увлекался, он был последователем Аристотеля, но однажды у него была книга «Метафизика Аристотеля». Он читал, он, знаете, так читал, и хотел в ней, ну, никак не мог разобраться, как бы выяснить, в чем же была главная суть метафизики Аристотеля. Вот однажды базар, интернет 2 века было. Все коммуникации, все общение, получение информации, все это на базаре происходило. Вот он пришел, маленький мальчик, книготорговец заметил, что маленький мальчик любознательный, он ищет, он не уходит. И вот книготорговец сказал: пожалуйста, купи вот книгу комментарии к метафизике Аристотеля. Комментарии были великого ученого тоже Востока Аль-Фараби. И я, пожалуйста, только возьми, купи и учись. И вы представляете, здесь я тоже хочу сказать, здесь молодежь на роли книги. Вот. Книга, конечно, в жизни человека играет огромную роль. И книготорговец, смотрите, он образованный человек, значит, он хотел, чтобы мальчик купил, и таким образом он сыграл огромную роль в жизни Авиценны. Авиценна как философ стал после того, как он прочитал комментарии Аль-Фараби, книги Аристотеля. Вот, поэтому я хочу обратиться к ребятам, что, пожалуйста, читайте книги. Ну, астрономия, наверное, пропустим, потому что мы здесь слушаем о большом стиле, где мы будем рассказывать об Блумбеке, поэтому астрономия, психология. Вот я читала, что он был таким очень сильным психологом от рождения. И вот то, что он многих эмиров он лечил, он главным врачом был, тогда лекарем был многих эмиров, знаете, то Исфахане, то, значит, Бухаре, во всех этих главных городах Центральной Азии. Астрономию тоже пропускали, да, психология. Да. Ну вот, знаете, как он поэт, я просто хочу прочитать. Вот вы оцените, здесь много сидят из литераторы, писатели, пишет. Так, земля есть тело мироздания, душа которого Господь, и люди с ангелами вместе даруют чувственные подстать кирпичикам частицы, мир из которых создан сплошь единство, в этом совершенство, все остальное в мире ложь. Вот такой была Авиценна, и в конце он сказал, философская. И перед смертью он сказал, что мы умираем в полном сознании, и с собой мы носим лишь одно – сознание того, что мы ничего не узнаем. Это говорит человек, энциклопедически образованный и потрясающий интеллектуал, вот, говорит таким образом. По-моему, Сократ тоже сказал, да, что да. Я знаю... Что я ничего не знаю, да, остальные не знают. Вторую часть скажите. А остальные не знают И это, остальные знают, да. Вот, теперь переходим, извините, пожалуйста, без вас вообще не могу.
Да. Ну, здесь, знаете, да, похоронено в Хамадане, поэтому в Иране. Иранцы говорят, нет, это только наше. Они, знаете, очень на эту тему. Может, вот в Хамадане, в Иране. Так, легенды, да, здесь очень много легенд об Авиценне, я имею в виду это. Ну, здесь тоже прочитать можете. Кто счастье не ценил, тот движется к несчастью. Вы знаете, вот для молодежи я хочу еще раз повторить. Поэтому надо уметь ценить да. добро. Да. Дальше. Вот то, что мудрость, это то, что подготавливает нас к величайшему счастью в бурной жизни. Вот здесь вот это слово, это редкое слово возвышенной жизни. Написано вот это бурной жизни. Возвышенное слово я посмотрела. И, да, следующий слайд. Поэтому я бы хотела, чтобы молодежь, есть очень много книг, очень толстые, всякие об Авиценне. Неплохо было, если бы вот молодежь хотя бы прочитала о нем, биографию Авиценне. Вот следующий минут. Да, кратко, да? Вот сейчас же вот как раз Улугбек. Да, это посмотрите, пожалуйста, Улугбек Мухаммед Харагай, он завистно стал, вот потому что в Москве сидит, а он где-то вот, и он разбил где-то вблизи вот Рязанской области, ближе даже к Москве, разбил Токтамыша разбил. И вы знаете, у него была идея дальше двинуться туда, в Москву. Но потом ему не понравилось, что он знал, что там нет особого богатства, нет золота, нет серебра, нет коней. И он, знаете, развернулся и обратно поехал. Это было, если бы он поехал еще в Москву, была бы другая история. Одним словом, он в этом смысле очень хорошую оказал услугу России, да. Во-первых, разбил Золотую Орду, а во-вторых, он сам туда не пошел. Но вы знаете, вот где Средняя Азия, где Ирак, где Индия, он повернулся и пошел в Индию, захватил Индию. Индию захватил, Дели. Захватил Дели, я просто, вы знаете, я все думаю, боже мой, это как это возможно? Из Рязанской области помчался уже в Дели, разгромил, и его потомки, значит, Бабур там основал династию моголов. И династия моголов просуществовала до какого, значит, до 1800, может быть, знаете, где-то ближе к 1900 году, 4,5 века они правили, то есть существовала монгольская династия в Индии. Но пакистанцы считают Бабура своим предком, и все президенты, премьер-министры, когда приезжали в Кыргызстан, в Баше находится мечеть Бабура, его резиденция. Вот. И есть гора, где он любил отдыхать, и оттуда вид такой на всю долину Ферганскую. Вот. И все поднимались, президенты там резали барашку и приносили ему жертвы, и читали Коран, естественно, во славу Бабура. То есть они его считают. Беназир Ханум, когда приехала, она 9 лет. 6 месяцев было. Да, с ребенком, да, она приехала и говорит, что мой сын был похож на нашего предка Бабура, и она поднялась на эту гору, ушла прям, там мужчины еле поте лица шли, а она прямо забежала. Вот я был потрясен. Беназир Хутта, да, она забежала и хочу, чтобы мой сын был похож на великого Бабура. Потом Камерман двинулся в Турцию. В Турцию я вот первый раз... Он спас Европу. Да.
И вот в Турции, я помню, мы благодаря Старокайчу, конечно, я была тоже в самолете, вертолете, летели Сулейман Демирел, великий президент Турции, Старокаевич, и вот я, и в какой-то момент, я даже не слышала, о чем они говорят, в какой-то момент они вернулись вот к иллюминатору, и вот я слышу Бурса, здесь происходило великое сражение, вот здесь, значит, было разбит Баязид. Это знаменитейший султан Баязид. И вы знаете, потом, значит, вот я прочитала уже, когда я так полгода начала знакомиться, и я просто была потрясена, как действительно это было сражение и сражений. И вы знаете, вначале, когда он, вначале написал, 70 лет было Тамерлану, он написал Баязиду письмо, ну, такой, знаете, нейтральной форме, вот. Принеси извинения. Да, как-то что-то такое. Там получилось так. Баязид во время одного из пиров говорит: железный хрубец, я его, если вижу, я сравняю обе ноги хромцу железному. Вот. Ну, а там сидели люди, которые общались, и донесли до Тамерлана. Тамерлан ему написал письмо: я слышал, что ты вот так неуважительно отнесся ко мне, брат. И ты принеси извинения. Если не принесешь извинения, то я вынужден буду тебе ответить. И даже помириться. Да, ну, поскольку Баязид, он уже был в зените славы, то есть он готовил поход последний, чтобы завоевать всю Европу. Тогда Османская империя захватила бы всю Европу. Один шаг оставался. У Баязида была собрана колоссальная армия, миллионная. Представляете, по тем временам, миллионная армия, пушки, все. И Баязид ответил еще хлеще. Очень уважительно. Ему 40 лет было, вы знаете? Да, он собрал миллионное войско, пришел и разгромил. Разгромил. И потом, знаете, пленил, самое главное, пленил, привязал его как собаку и всегда возил с собой. И когда он сидел на троне, эта клетка, на клетке ноги ставил на случай. Это ужасающе. Я просто стою, когда я читала. То есть это наказание было жесточайшее, представляете? Страшное. Султана Османской империи, тогда Османская империя, там угрожали все, Европа, все. Полмира была Османской империи, да? То есть, да, если бы не этот случай, Баязид точно готовился совершить поход, последний поход, захватить всю Европу. И опять Тимур спас Европу. Да. Да, он получается, Тимур спас. если по-простому, представляете? Ну, вы знаете, я все время, каждый раз, когда я читаю и вспоминаю вот то, что он сделал, Тимур сделал с Баязидом, это ужасающе. Ну, там читаешь же, что голову отрезали, еще что-то, это ужасные вещи, но здесь, знаете, это вот его, Баязида, султана, полководца, посадить вот в эту клетку, и сам, значит, сделал такой трон, он сам сидит, вы знаете, когда вот это страшная история с послами, когда он встречался, с послами. Вы знаете, у него ноги вот в клетку, когда она вот сидела в возвращении, это было страшно, конечно. Такой факт страшной истории. Вот, ну, никаких других целей он не говорил. Повернул. И вы знаете, и потом он, значит, уже готовится к походу в Китай. Собрал 2000-е войска. И все это, знаете, ему было 10 лет, он все это видел. Извините, пожалуйста, извините. И, значит, он уже все готовился, но он умер по пути в Китай. Да, вот такой был дед Улугбека, а сам он ученый. Вы знаете, гены, конечно, поразительные, конечно. Он абсолютно не был воином, абсолютно не был такой миролюбивый. Да, он не был правителем. Правители должны быть жестокие во все времена, тем более тогда.
отец... А его интересовали знания. Вот дед покорял Азербайджан, он там попросил показать ему обсерваторию Туси. И вот там все книги он заплатил стопом. Ну, это, знаете, это то, что мы рассказали, вот то, что мы рассказали, уже мы не будем останавливаться на этом, да? Здесь мы вот разбор Турции, вот, пожалуйста, это мы это пропускаем, это мы уже рассказали. Спасибо, он нам рассказал. Здесь вот, Улугбек, то есть Самарканд, Медресе, здесь вот Бухаре, Медресе, да, Бухаре. Это были университеты фактически, Да. первые университеты. Здесь шли обучение, здесь шли, знаете, диспуты, здесь шли обмен мнениями, то есть в медресе сыграли огромнейшую роль цивилизации, восточной цивилизации. Здесь происходили все события. Сам Улугбек постоянно, значит, посещал этот медресе, он читал им лекции, он... По астрономии. Богословие такие. Нет, богословие смысл. А в астрономии у него была такая школа, где постоянно было 100 студентов. Да. И он с ним с каждым был, несмотря на то, что он был эмиром Самарканда, то есть правителем Самарканда, то есть не то, что Самарканда, это его область. Тем не менее, он очень много уделяет внимание просвещению, науке, знаниям. Это не нравилось многим. Да. Ну, радикальным религиозным течением это очень не нравится. Да. Но самое главное, конечно, он великий астроном, величайший. Да. Конечно, построил Самаркандский великий обсерваторию. И он, знаете, вот я в Туси, помните, я говорила, он был с дедом, дед всегда его маленького возил в эти свои походы. И однажды увидел, там развалины были, и там кто-то сказал, здесь была обсерватория Туси. И вот тогда он говорит, нет, я в Самарканде должен построить обсерваторию еще лучше. Да. И вот он построил великую обсерваторию. Это было, телескопа не было, вот молодежь, я хочу сказать. Вы, наверное, может быть, думаете, а что там, направил телескоп, вы увидели и написали. Нет, это телескоп только появился в 16 веке, Галилей сделал телескоп. До этого они, значит, сделали вот прибор высотой 40 метров, секстант назывался, да. И они, значит, направляли, и все вот кончиком пера, все это исследовали 1801 звезд. Все координаты, записывали все это вручную. Да. Вот это, Это обсерватория. и создали Зиджи Бурага. Зиджи, это, вы знаете, это вот учение о звездах. Там координаты записывают, там, знаете, все поразительно, что, вот, знаете, уже когда вычислительные машины появились, когда телескоп, когда, знаете, уже с помощью уравнений находили. Все это ошибки были очень маленькие, как говорят математики, в пределах погрешности. Там, может быть, 3% ошибки, 3% ошибки и так далее. Но до Галилея, это сколько веков, я не знаю, надо посчитать, значит, 5 веков, наверное. Это была самая передовая обсерватория. И вот туда они пользовались, знаете, когда вот путешественники пошли, где мореплавание, путешественники, там все за помощь брали таблицы вот Улугбека. Конечно, это величайший астроном, и когда значит, составили звездную карту мира, вот, и там, конечно, всех посадили, всех великих астрономов, но с правой стороны богини астрономов, звезд богини, посадили, значит, вот Улугбека. Конечно, вот великий был, да. Ну, я добавлю, что вот эти таблицы Улугбека помогли сделать великие открытия Исааку Ньютону. Все
Исаак Ньютон открыл 3 закона механики. Вот он на основании таблицы Улугбека, он сказал, почему дальше я видел других, я стоял на плечах гигантов, и одним из них был Улугбек. Вот он, пользуясь его таблицей, открыл вот этот закон притяжения, гравитационный, закон притяжения Солнца, Луны, Земли, его планет. Вот это он благодаря таблицам Улугбека. Знаете, вот смотрите, он не только вот такой был ученый астроном, а вот написали историю, то есть как бы историк, Да. то есть занимался историей науки. Вот. И здесь исторически у него была история 4 полос. История 4 государств после империи Чингисхана. Тоже написал. Золотая Орда, Китай с Монголией, Средняя Азия, Ирана. Вот такой был. Это было пожелание деда, он истории. Ну, знаете, ради справедливости надо сказать, вот, да, Тамерлан какой был. Тамерлан. Да, Тамерлан, дед. Но все-таки Тамерлан очень старался, чтобы внук получил хорошее образование. И он, конечно, построил Самарканд. Он первым гадал, в нем талант. Да, и очень заботился, чтобы вот, все-таки много внимания уделял науке. Сам, конечно, стойкий, но сам не занимался, но создавал условия. Да, надо ради справедливости надо отметить, да. Но трагическая судьба его в том, что его убил родной сын Казимов, Вот который это был есть. невежда, Да. страх невежды. Вот невежда к чему идут, своего родного отца. Это вот, да, да. Альбина, И когда умер отец Тамерлан, единственным наследником был Улугбек, потому что это единственный, только Улугбек есть сыновья. И бабушка, вдова Тамерлана, хотела, чтобы младший внук стал преемником, потому что младший внук росла с бабушкой, а Улугбек рос с дедушкой все время походов. Да. И поэтому между ними началась жесточайшая борьба, и значит, сын разбил войско отца Улугбека, и вначале вроде отец попросил: сын, оставь меня в живых, я, значит, поеду в Мекку, и все. И вроде бы они согласились, совет, как современный, если назвать, отпустить, и он направился в Это Бельгию. принародно как-то. Великий человек, великий внук Тамерлана Великого, и вот такой ученый мирового, первая звезда в астрономии. И все схватили, и все, его вот эта венценосная голова покатилась вдоль по дороге. Представляете, какая страшная история вообще, вот эта политика, когда вот сын убивает отца. Это вот у них, знаете, как очень точно были в обсерватории. Вот, Таблица, которую пользовался Ньютон. да. Делал свои Здесь, открытия. значит, были, ну, вот тоже УБИ, вот то, что вы рассказали, а это осколки обсерватории. Сейчас все, видите, музей создан, это в Узбекистане, очень хороший музей. Вот здесь памятник. Вот памятник мне очень нравится. Это, знаете, не то, что вот у него есть Герасимов Михаил Михайлович, это антрополог величайший российский. Он восстановил лицо. И говорят, что вот это большая точность. Да. Ну, сейчас, конечно, великий человек. Против Улугбека, говорят, я не буду рассказывать, это все ясно. Вот прочитаю. Вот его фанаты как раз его. Он сам был верующий, правоверный мусульманин. Конечно, да, все у него было. Да, ну вот те, которые вот, придерживались крайнего. Поэтому я говорю, что вот шейх Асан, в школе, в которой мы находимся, он как раз проповедовал очень разумное, прогрессивное течение, которое помогает прогрессу народов, человечеству,
благополучию, счастью. Вот эти все крайне экстремистские, они губят нас. От такого невежного. Майя, в этой связи, с вашего позволения, вкратце о борьбе между светом и мракобесием, вкратце, минут 5-7, я бы хотел предоставить слово Закиеву Руслану. Руслан. Это проблема очень актуальная. Вкратце, эмоции. Я благодарю вас за то, что вы затронули эту тему. Вы сегодня очень важную для мусульманского мира. Я одну поправку официально заявляю, что все люди, о которых вы говорили, все именно и Фиджауси, и Амар Хайям, и все они были суфийскими шейхами. Так же, как суфийским шейхом был Арсанов Бели, который основал этот, и который, как и другие шейхи, спасли наш народ, весь Кавказ, от мракобесия, и мы сегодня являемся мусульманами благодаря усилиям этих суфийских шейхов. Еще я хочу сказать, что вся Европа, которая получила рассвет, ренессанс в 15-16 веке, на пустом месте. Мы знаем, что Европа была дикая, варварская, в то время не было ни образования. Все эти их знания получены от суфийских шейхов. Вот это и от суфийских шейхов. Ну, вы сейчас будете не подумать. Это интересно. И последнее. Я заявляю, что если мусульманский мир не вернется к суфийской тарикатам, не вернется к пониманию Корана именно так, как понимали величайшие суфийские шейхи, мы погибнем. Причина мракобесия, того безумия, что творится в мусульманской вере, это то, что мы предали суфийских шейхов, и мы вернемся. А так я вам рациональное и учение. именно совершенно рациональное учение. Авиценна, например, суфийский шейх, он говорил о этих мракобесах, которые сегодня губят мусульманских. Он говорил, оказавшись среди ослов, уверенных в своей мудрости на основании взаимных восхвалений, Да, непременно стать ослом. точно. Иначе прослывешь еретиком и бунтарем. Да. Так что я вас благодарю, ваша тема очень интересна, но я еще раз повторяю, суфийские шейхи — это и есть светоч, это и есть настоящий Коран и настоящая правда. Так что Ардини шейх, мы видим, который я себя считаю, был наивысшим уровнем этого тариката. Мы знаем, мой дед мне рассказывал, что он делал, как он делал. Да, он пользовался. Так что и сегодня то, что мы здесь находимся, да, это барака, которая от него исходит. Потому что Бени Арсанов никогда не продавал справедливость, никогда не изменял правде, а это и есть настоящий ислам. Благодарю за внимание. Позвольте одно уточнение сделаем. Да, вы правы, я об этом говорила, что 15-16 год — это эпоха, великая эпоха Возрождения. Это совершенно верно, это да. Но только я не согласна, что вы сказали на пустом месте. Конечно, на пустом месте ничего не бывает. Вот. Но поэтому я просто нет времени, я перешла в Возрождение Востока, перешла. Но и в Европе, знаете, вот параллельно, как раз 9-10 век, это тоже было робкое возрождение, у них тоже было. Вот там Антоны, да? Антоны германские, тоже было. Поэтому вот именно только одно слово, на пустом месте ничего не бывает. Всегда предпосылки есть и будут. Я только об этом хотела сказать. Ну, о Мархаяме, знаете, на Мархаяме вы все знаете, вы знаете Рубаи, конечно, он Да, это не вы говорите.
действительно поэт, боец высочайшего класса по всему миру. Знаете, вот я так убедилась и в Америке, и в других европейских странах есть любители, общество любителей Омара Хайяма, общество любителей Рубаи Омара Хайяма. Библиотеки, написано про Хайяма, сколько книг, можно сказать, там библиотеками написано. Да. Вот. Поэтому, конечно, я не поэт, не литератор, я технарь, я Астаракаевич очень хорошо знаю его поэзию, он читает, а я хочу сказать, что он был великий ученый, великий ученый. Коран знал все 20 лет, родился в Нишапуре, значит, это Иран, Нишапур это Иран. Иран. Да? И блестящий курс закончил по мусульманскому праву в медицине, получил квалификацию хакима, врача, Да. алгебра и астрономия. Он был самым главным алгебраистом. Вообще, по-моему, 5 веков до Декарта действительно он был главным алгебраистом, но тогда, значит, вот рукописи, они все хранились, и не было информации, и никто не знал. Вот. Декарт, когда открыл... Уже в 17 веке в Европе. 17, через 5 лет. Вот как математик, да, как математик. Ну, действительно, вот он написал какие там книги. Алгебра, вот современные термины вычислительной техники, кибернетики, это алгебра, значит, алгоритм, все это термины, которые открыл Омар Хайям. Алгоритм — это его Изобретение, да. Все. Вот он написал трудность арифметики, вы знаете, дал полную классификацию кубических уравнений, доказал на примерах взаимосвязи арифметики, геометрии. Геометрия нуждается в числах, это огромный вклад. В свое время, тоже читала, что это была просто революция, плюс решение квадратных уравнений и так далее. Вот. Он занимался не только теоретической механикой, теоретической математикой, теорией математики. Решал еще, знаете, прикладные задачи. Вот он написал «Весы мудрости», об искусстве определения количества золота и серебра, состоящих в теле. Вот в Бухаре, в Исфахане, это, оказывается, огромную роль сыграло. Там никак не могли как бы узнать, сколько же там золота в каком-то предмете, а это он сделал потрясающе, конечно. Вот из Бухары он перемещается в Исфахан. Здесь, конечно, я очень, честно я признаюсь, вот, очень плохо знаю историю религии, потому что это, ну, это все мое поколение, мы же не изучали, тем более вообще история у нас была история КПСС. И поэтому вот, когда в Бухаре, тоже, видимо, вы знаете, течение, вот мусульмане, они, ну, значит, у них было много детей, они лучше относились к людям другой веры, а вот между собой суфии, шииты, сунниты, еще как другие, все они боролись. Вот они, значит, Омар Хайяма изгнали из города Бухары, из Исфахана. Ну, в Исфахане, вот именно это город, очень развитый во всех отношениях, он занялся вот астрономией. Он тоже здесь разработал, создал прибор, который измеряет какие-то мелкие, близкие звезды. Потом принципиально новый календарь. И он служил у Малик Паша, очень образованный был эмир из Исфахана, очень образованный. И он создал для Омара Хайяма все условия, и он такие создал астрономические, малюшахские, как это, ну, это благодарность Шаху Малику, эмиру Малику, вот, астрономические таблицы создал. Потом даже
внешних введениях книги Евклида он написал. Вот, такой был математик. Дальше, значит, сейчас это заканчиваем. Вот его, вы посмотрите, пожалуйста, на арабском языке все это. Да, эти арабская версия. Да, и вот он решал такие геометрические Алгебраические уравнения, решал. кубические. Удивительно просто. То есть он алгебру довел до совершенства, которое дошло до наших дней фактически. Да, да. И только Ее развили, он довел до совершенства. да. Ну, алгебра, знаете, действительно, вот Декарт в 17 веке, он в 17 веке сделал то же самое, что Омар Хайям в свое время. И вот здесь один ученый, очень известный ученый, профессор Юшкевич, пишет, вы знаете, чтобы быть, вот, прочитаю, что пишет о трудах, математических трудах, научных трудах Юшкевич. Он пишет: можно жалеть, что книга Хайяма осталась неизвестной европейской математике 15, 17, 16 веков. Насколько раньше был бы поставлен вопрос о числовом решении кубического уравнения, насколько облегчена была бы работа творцов новой высшей алгебры. Вот представляете? События сложились по-иному, и европейским ученым пришлось немало потрудиться, чтобы заново пройти тот путь, начало которому положил задолго до великий восточный поэт и математик. Вот вам доказательства. Вот как я читала, и одна девушка сказала: а вот знаете, вот, ну вы говорите, вот он решил 5-6 веков раньше, что Декарт этого не может быть. А потом я говорю: знаете, а вы знаете, говорю, только в 18 веке обнаружили труды Хайяма, поэтому обижаться ученые тоже не могли, потому что просто это, во-первых, на арабском языке было, во-вторых, они хранились, не было же тогда интернета, вообще книгопечатания не было. И таким образом, конечно, это был величайший математик. Ну, кому, знаете, кому было изучать, потому что это же все он написал как бы в 9 веке, в 10. И вот он занимался, как бы это хобби было. Он писал рубаи. То есть он писал в стол, как Да, потому что неужели не было медресе? в медресе были, вот, они же в медресе элементарный курс дается, а здесь он высшие задачи более такого уровня решает. Там, знаете, история была такая. Одни эмиры разрешали распространять знания, которые добывали восточные ученые. Вот Авиценна. Все, что написал Авиценна, их пропагандировали, передавали по великому шелковому пути, эти книги шли в Европу, там перевели на латынь, пользовались, прославляли. А вот Омару Хайяму не повезло, и мир, где он работал, и где его рукописи хранились, запретил вообще эти труды кому-то было без его разрешения выдавать. Поэтому вот в то же самое время труды Авиценны дошли, печатались на латыни, европейцы пользовались 5 веков, улучшали. Вот. А труды Хайяма не дошли, к сожалению. И даже поэзия его позже же англичане открыли, перевели. В общем, в этом плане просто Омару Хайяму не повезло. Его эмир был жестокий, написал, что сохранить библиотеки без распространения. У нас в Советском Союзе тоже было. Я видел много книг в Ленинградской библиотеке, где историки, академики писали, там было написано: издать столько-то экземпляров, и все, и больше нет. Знаете, вот по истории я прочитал, будучи аспирантом, там такие книги, я потом работал в Академии Президента, я историков спрашиваю: слушайте, а вы читали вот такие труды Бартольда, Аристова и так далее? И глаза не видели. Академики глаза не видели. Это вчера, вот 20 век. Не видели, потому что там литография была, там какие-то что-то в политике советской, коммунистической не нравилось, было написано без распространения. В одной библиотеке Академии в Петербурге хранились они. Ну, вот так бывает. Не повезло. Это не повезло. И вот поэтому, как бы, с сожалением пишет Юшкевич, что вот его труды по математике не зашли в то время. К сожалению. И,
ученые уже вот дальше, когда декан со своей командой, там уже они проделали все. Они переоткрыли все, что он сделал. Да. Вот. Ну, как поэт, конечно, я здесь ничего не могу сказать. Некоторые были очень выписано. Мне понравилось, знаете. Ну, что-то у него, он все время перемещался из одного города, из Исфахана, Самарканда, Бухара, Хибар. Все время у него были какие-то очень сложные взаимоотношения с местными религиозными деятелями. Сложно, я здесь действительно, я признаюсь, я очень плохо знаю историю, почти ничего не знаю. Но одним словом, это была вот эта ненависть была к нему, потому что талант в нем не были, всегда завидуют, не талант. Невежество всегда завидует талант. Знаете, вот непосредственность всегда завидует талант, и всегда ей не нравится таким людям. Вот здесь он пишет, вот, не знаю, как с точки зрения религии, про ад-и-рай. Ад-и-рай небеса утверждают ханжи. Я в себе заглянув и убедился во лжи. Ад-и-рай не книги во дворце мироздания, ад-и-рай это две половины души. Либо вот он пишет, да, это было вот 1998 и 1104 годы были самые трудные годы Ханяна. Он едет, там он пишет свои замечательные боги. Свет Творца и вершина творения мы, мудрость, разум, источник рождения мы, этот круг мироздания песни подобен, в нем гранен и алмаз, без сомнения мы. Вот. После возвращения из Мерки он поселился на родине в Нишапуре. Опять там его преследовали, придавали, не понимали. Но простые люди очень хорошо относились. Знаете, они помнили его отца, а отец был палаточник, шил вот эти палатки. И простые люди говорили, что отец, говорят, шил палатки, а сын палатки мудрости. Вот это память народная, действительно, народ всегда правду, народ всегда помнит. Вот. Ну вот он в 1131 году скончался. Да, в истории культуры Востока он вошел как действительно великий мастер рубаи. Вот. И сегодня, вот, мне кажется, я просила вас, уважаемый учитель, чтобы на чеченском языке прозвучали рубаи Омара Ханяма. Если, пожалуйста, есть, к сожалению, нет. Реплику можно? Да, пожалуйста. С вашего разрешения. Да. Вот дело в том, что Омар Хайям, и как многие суфийские шейхи, всегда преследовались ограниченными мракобесами, не имеющими никаких знаний. И дело в том, что Омар Хайям написал 500, всего 500 ученых исследовали, всего от ему принадлежат 500 рублей. Под его именем издано 5000 рублей. 4500 рублей это фальшивые, специально написанные экстремистами, чтобы вызвать ненависть к судьям. Это фальшивые подделки. Я одно небольшое прочту его рублей. Для достойного нету достойных наград. За достойного я рад бы жизнь отдать. Все спрашивают, есть ли адские муки? Жить среди недостойных, вот истинный ад. Не завидуй тому, кто удачлив и богат. Ведь за рассветом всегда наступает закат. Спасибо. Знаете, вот я добавлю, что в Таджикистане есть великая поэтесса Софиева, великая Выдумсов Софиева. Она была лауреатом премии Ленинского комсомола в советскую эпоху. Она же таджикский язык, это персидский язык, один и тот же. И поэтому она как поэтесса, да, под ее редакцией вот, отобрали истинные рубаи самого Хайяма, их, вы правильно сказали, их 400-500 примерно, и издали.
А под Хаяма там написано тысячи, действительно, чтобы дискредитировать. Другие просто писали под Хаяма. Но вот она издала книжку, она у нас есть дома, нам подарила в свое время. Вот. Ну, я добавлю, знаете, и вот о нем представление, что он как бы был, ну, в простонародье говорят, мужчина гуляка и янчуга. Вот такое Он представление. вообще не пил. На самом деле он был трезвенник. На самом деле он никогда не был гулящим мужчиной, он был творцом, он просто восхищался женской красотой и об этом писал прекрасные стихи. Он воспевал женскую красоту, вот, душу женщин. Он это писал как поэт, просто чтобы передать людям, что женщин надо любить, женщин надо обожать, вот женщин надо ценить, потому что иногда же, вы знаете, в странах Востока к женщинам относились как, ну, как почти как к животным, и такие были страны, правильно? Поэтому вот это вот он восхвалял, поэтому он не то чтобы, о вине он писал очень много, но он не был. Но это вино было вино, мирское вино, которое сейчас пьют, это может где-то похмелье получить. Конечно. А именно райское вино, это питье. Это переносный смысл, Он употреблял, но пока не было. да. И что очень известно, ничего прекратилось, это шифровано. И за это его не напитили. Спасибо огромное за внимание, за терпение. Может быть, если Вопросы? да. Спасибо огромное, я очень вам благодарна. Здесь, значит, в этой книге Мухбек Мухаммед Тарангай, Амархая, Авиценна, вот то, что я пыталась, этюды, я еще раз говорю, этюды, вот. Есть здесь о Конфуции, поэзия очень мне нравится. Вот. И очень замечательный мне был такой Роман Джун, индийский математик, всего лишь 4 класса. 4 класса образования получил, но решил задачи, которые целый институт в Париже, во главе, нет, в Англии, в Англии, там два величайших математика было. 30 лет занимался, целый институт. Целый институт Во главе с двумя величайшими математиками. Вот. И вот этот Манчжур с 4-классным образованием, еще у него была другая книга, справочник Карли, ну, автор Карли. И вот он решил вот эти задачи, которые бился целый институт во главе Харди. И, конечно, когда он получил приглашение, он приехал, колхозный, деревенский, парень, джунгли жил в себе на родине. Вот. Это была такая загадка для всех. Это было просто загадка, по-моему, Да. да. История величайшая. Вот о нем тоже я очень люблю рассказывать. Мальчик волшебник от Бога. И вот отца и мужа есть, это который, благодаря которому мечтает, кто изобрел бумагу. Вот. Но что интересно, когда она написала, в Индии впервые сами открыли, они забыли. Поэтому президент Индии пригласил на Иран, она поехала, читала лекцию, рассказывала. А индусы сами удивлялись, она говорит, забыли, мы не знали, что у нас был такой математик 100 лет назад. Это было. Вот я в школе подарила книги, в вашей школе здесь, в школе. Спасибо огромное за внимание. Я всегда говорю, А вы посидите одну минутку. да. Мы хотели что-то мелодию кыргызскую. А вы знаете, здесь можно, в этой школе можно петь? Да. Вы знаете, Хаяма у нас поют направление Кумуза. Да, это мелодия народная, а стихи у того Хаяма. Нет, сюда взял, что
yaşamanın gurbesi Keyfimde şahittir sevdir ülbesi Keyiftir 600 yıldardır yaşarım Davarın yancı buldum gurbesi Davarın yancı buldum gurbesi Музыка это народная, да, наверное, да? Народная музыка, то есть вы поете. У нас Хаяма читают, поют, и что-то рассказывает, витебский кружок. Это народные, как, знаете, как гении, которые поют и рассказывают, почитают. В завершение хотел бы представить и предоставить слово внуку выдающегося вайнарского шейха-просветителя, который сыграл очень весомую роль в просветлении религиозном вайнарского народа и других народов Чечни и Дагестана, Сугейта Мули Шалинского, его внук, правда. Постоянно путаем внук, правда. Уважаемый брат, старший брат, хочу выразить огромную благодарность всем вас, всему киргизскому народу, который принял участие, принял ваши столь суровые годы репрессий, незаслуженно, коварным таким решением были высланы в студеную зиму. Ваш народ принял, помог на коренном наш народ. Вместе с вами выросли наши два моих брата родились в Киргизии. Вот. Так что они ваши первая родина, уже получается, Киргизия. Вот. За то участие, которое в жизни, судьбе нашего народа, 13 лет вместе бок о бок с вами жили, работали, учились, там же получили образование, пришли учеными, вернулись на нашу родину обратно. Мы были рады, когда вы выступали, слушали за свои дыхания, когда вы выступали в Верховном Совете Союза Советских Социалистических Республик, потом, когда вы стали президентом Киргизии, это было для нас очень большая радость. Мы вместе с киргизским народом радовались за то, что вам наконец-то удалось обрести свободу. И что вы именно, было большое желание увидеться с вами. Мы даже не ожидали, что вы можете приехать. Спасибо, Ибрагим Бей. Так вот, судьба, значит, свела вас с Ибрагимом, и вы посетили наш скромный город Грозный. Ну как скромный Париж, Кавказа скромный. Ночью погуляли, как в Париже. Огромное вам благодарность. Спасибо вам. Оскар Аркадьевич, непременно хочется также конечно. предоставить слово потомку, правнуку другого выдающегося шейха-просветителя, устаза наших народов, вот, Башир шейха, Магомеду Баширову. Я получил подарок замечательный, и вот я уже полистал,
посмотрел, о великом Шамиле, здесь очень интересные детали я увидел. Нашим уважаемыми зрителями мне еще предстоит встреча, да, особенно после сегодняшней нашей с вами встречи, после сегодняшнего вечернего нашего с вами общения для будущей программы «Точки опоры». Мы доведем до вас еще кое-что, что в наших залах, наверное, не звучало. Да? Ну, не будем сегодня отвлекаться на политические моменты, хотя очень сложно говорить, оставаться вне политики. Нам вот сегодня вот в этой аудитории, этому социуму, от которого информация разойдется, конечно, по всему миру, и прежде всего по Чеченской Республике, очень приятно смотреть, как вы с Марам вместе работаете. Да? Это еще раз показывает, вот какая должна быть модель современной семьи. Да? В Чеченской Республике очень внимательное и трепетное отношение к институту семьи. Да? Вы на это акцентировали внимание, Майрам на это акцентировал внимание. Вот мы в Чеченской Республике тоже стремимся вот к такой модели. Вы человек высокий, человек, который сами себя сделали с большим именем в мировой науке, в мировой общественной деятельности. Вы сказали, как ваша верная спутница помогла вам стать таковым. Не только профессором, не только большим общественным деятелем, но и президентом большой страны. Мы вам желаем удачи, мы вам желаем успеха, чтобы еще вы успевали радовать нас и своим творчеством, и своей неуемной энергией. А что касается Ибрагима, Ибрагим у нас очень удачный, он находчивый, ему всегда везет на хороших людей. На этот раз он благодарил. Он самый хороший, тут добро всегда ходит рядом с добром. Да. Спасибо вам. Спасибо. Ущелье горном поселенцы, а в долине шумно собрались. Привычные игры начались. Верхами юные чеченцы, пыли висять, борец опор, а срывая шапку продевают, и трижды сложный ковер в улаку сразу рассекают. То скользкой тешится борьбой, то пляской быстрая. Жены, левые, а между тем бою игул не стоит, далече вторите напевы. Писал великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин в своей поэме «Казит» о Чечне. Теперь что получается? Мы, будучи выброшены в степи Казахстана и горную Киргизию, мы бесправные люди, чеченцы, ингуши, балкарцы, карачаевцы, бесправные люди, мы учились в школе, в русской школе За одной учились. партой сидели. За одной партой сидели. И что это время, свое бесправие мы учили, мы стремились найти свое бесправие в этих стихах. Стихах Лермонтова, других, Полежаева, других Толстого. Мы искали и находили, и учили. И заучили наизусть. Это нам помогло выживать. Это нам помогло. Встань, бросил в чащу камень восток. Путь караван идет, и ловит башню гордого султана охотник. Солнце, все огненное село, Амар Хаям в переводе. Или Жуковского, или других нет известно. То есть, как здесь говорили, много хорошего о Маре Хаяме, но одно, как отталкивает. И если мы не будем это пропагандировать, как сегодня вы нас посещаете, вино запрещено, но есть 4 нос, и так далее. Это кто-то, возможно, как сегодня мне удалось от вас выяснить, кто-то, возможно, и это в Европе или в России перевели так, чтобы этот великий ученый, суфийский ученый, скажем, он был
проверка. Еще раз огромное вам спасибо за то, что вы приехали. Спасибо. И если мы прославляем некоторых завоевателей мира, Хромой Тимур Тамерлан, Да. история Кавказа, этот человек внес очень много, особенно очень много внес негативного. Не согласен. Я сейчас вам задам честно задам вопрос. Начал Карбарушин. Мы понимаем, начал. У нас есть Дреймон, Качал. И по-русски Качкалыкский равнфичный. Качкалыкский. Что-то нам об этом говорит? Что-то. Качкалыкский район. И чеченцам, и вам, киргизам, ничего об этом не говорят. А послушайте, как я ему скажу. Да. Хач-халык. 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 То есть народ бежал. Этот народ при нашествии на Кавказ. Именно чеченцы были расселены на долинах, на космосе. И при нашествии этой громадины этот народ бежал. Бежал куда? Куда? Бежал в наши горы. И Черкмет, да? Это Хомус наш. Черкмет. И когда была сопротивляемость этому великому на Кавказе, особенно вот в этом месте, где мы проживаем, он сказал, что этих людей вдохновляет, что за нация, что за люди. Да, это такой дикий народ, что они ничего не делают, и это только вот так вот дикий народ. Но что-то их побуждает к этому, чтобы они сопротивлялись. Да, побуждает. Есть какой-то инструмент. Дечпондер по-чеченски, дечпондер. И если этот дечпондер у них отнять, то этот народ не будет сопротивляться. А этот дечпондер хранился в самых надежных руках. И таким образом он решил, что в этом месте и он не пройдет раз, и второе. Это, да зачем ему это горная Чечня? Да зачем ему это лесистая Чечня? И он прошел дальше. А большая, очень самая страшная война между Тахтамишем и Тимуром произошла вот здесь, на Телеке. Вот это место. Да, два лагеря. Вначале они хотели помириться. Да. У Тахтамыша в то время 300 тысяч, у Тамерлана 200 тысяч. Одна реплика, коротко. Я хочу сказать, одну реплику. Это принципиально. Во-первых, Тимур Хромой был суфийским шейхом. Во-вторых, ничего плохого для чеченцев он не сделал. Это неправда. В-третьих, если хотите узнать правду, наберите в Яндексе «Слеза Тимура Хромова», автор Руслан Закреев, и вы узнаете правду. Я редактирую в свое время великого ученого и его работу, которая 7 лет во время Не будем спорить. Я сказал свое мнение. Это неправда. Прославляем его внука Улугбека, который нас спасибо. Это научный спор. Спасибо огромное, спасибо и дорогим Мею за то, что нас пригласил. Вот такая встреча потрясающая, вдохновляющая. Да, спасибо. Спасибо. Ибрахим, вот согласен. Let's stop it. How to stop it? Yeah, okay. This one gonna talk. This guy. Okay, wait a second. Share. Sure. No.
It's going still.